Куда бы ни направлялся ваш ребенок, вместе со STEM Lab он движется в будущее. Школа-лаборатория STEM – это 20 преподавателей, создающих будущее прямо сейчас. 16 современных курсов и уже более 500 выпускников, шагающих в ногу со временем. Мы расположены по адресу: город Сухум, улица Джонуа, 64, здание торгового центра «Адмирал». Телефон для связи 930 05 55. Здравствуйте! В эфире «Экономическая среда». Сегодня мы будем подводить итоги рабочего визита Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Республику Татарстан. Также мы в целом поговорим о деятельности Торгово-промышленной палаты. Для обсуждения темы сегодня мы в студию пригласили президента Торгово-промышленной палаты Тамилу Валерьевну Мирцхулова. Здравствуйте, Тамила. Здравствуйте. Также у нас в гостях заведующий сектором по бюджету управления экономики администрации президента, представитель научного сообщества, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела экономики Института экономики и права Академии наук Абхазии Гуля Александр Ризабеевич. Здравствуйте. Тамила Валерьевна, начнем с вас. 8-9 апреля вы принимали участие в международной специализированной выставке «Туризм, спорт, активный отдых», которая проходила в Казани. Расскажите подробнее, как принимали Абхазию посетители и что было представлено на стенде Абхазии? Позвольте для начала, пользуясь случаем, поблагодарить вас за приглашение на телепередачу, за проявленный интерес к деятельности Торгово-промышленной палаты. Ну и отвечая на ваш вопрос, как вы уже упомянули, делегация Торгово-промышленной палаты находилась трехдневным рабочим визитом в столице Республики Татарстан, в Казани, по приглашению организаторов вышеупомянутой вами выставки, где мы имели возможность представлять туристические возможности ведущих ательеров нашей республики. На наш взгляд, участие в таких выставках – это своего рода международный рынок туризма, где мы имеем возможность презентовать туристические продукты, туристические маршруты Республики Абхазия, иметь возможность проводить одновременно дегустацию продукции абхазских производителей. Таким образом, мы стараемся сегодня популяризировать такое направление, которое очень пользуется спросом и интересом в современном мире, как развитие гастротуризма. Да какие продукты именно были представлены? В первую очередь была представлена продукция экспортно-ориентированных предприятий нашей республики. И когда проходит дегустация на выставках, она всегда привлекает как можно больше посетителей. Это возможность таким образом презентовать абхазскую продукцию в целях увеличения экспорта нашей страны и увеличения товарооборота. Что касается взаимодействия и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан, то здесь нужно отметить следующее, что дружба, она уже началась давным-давно и проверенная временем и делами. И основы сотрудничества между нашими республиками в современной истории Абхазии были заложены еще в далеком 1994 году, когда был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Состоялись с тех пор ряд рабочих командировок в Республику Татарстан и с ответным визитом посещали Республику Абхазия. При этом делегации возглавлялись на уровне глав государств. Насколько мне известно, после выставки встречались с руководителем Торгово-промышленной палаты Татарстана. И в этой беседе что-то конкретное, что интересует в плане инвестиций или в плане продукции, что прозвучало с их стороны? Между нами уже давным-давно подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве, и мы неоднократно принимали в Абхазии наших коллег и организовывали бизнес-миссии с учетом и с приглашением предпринимательского сообщества. И, пользуясь случаем,
Мы заблаговременно обсудили дальнейший план сотрудничества между торгово-промышленными палатами, обсуждались вопросы по линии образования, по линии экспорта абхазской продукции в Республику Татарстан. При этом были отмечены такие ряд направлений по сотрудничеству, как туризм и сельское хозяйство. Здесь стоит отметить, что товарооборот между нашими республиками, он не столь велик, и в этом направлении необходимо проводить работу обеим сторонам. И, как оказалось, у нас товарооборот осуществляется за счет импортных операций, а, к сожалению, экспорта в Республику Татарстан нет. Наши коллеги выразили готовность оказать содействие абхазским производителям в поиске вот таких небольших торговых сетей на уровне частных индивидуальных предпринимателей, которые готовы предоставить ниши для презентации абхазской продукции в целях определения спроса и с организацией последующих поставок. Александр Ризабеевич, вы как видите перспективу взаимодействия с Татарстаном? Ну, спасибо, во-первых, за приглашение на передачу. Я внимательно слежу за вашей передачей. Интересные люди присутствуют, интересные мысли возникают и высказываются. Рад буду быть полезным в этом смысле тоже. Что касается Татарстана и официальной поездки нашей торгово-промышленной палаты в столицу Татарстана, Казань, и участия в выставке, вы знаете, это немножко знаменательно, потому что там есть хорошая предыстория, вообще-то говоря. Еще, когда Владислав Григорьевич был депутатом Верховного Совета СССР, он организовал такую региональную автономную группу, в которую входили практически все автономные республики, и ведущими были там как раз Минтимир Шаймиев, президент Татарстана, и Владислав Григорьевич. И они, в общем-то говоря, потрясли этот съезд Верховного Совета со своими предложениями и так далее. С тех пор вот такая вот дружба сохранилась между нашим президентом, первым президентом Владиславом Григорьевичем и Минтимиром Шаймиевым. И во время войны они оказывали очень серьезную материальную и моральную поддержку. И после войны, я вот прекрасно помню, я тогда вот работал вместе с Геннадием Леонидовичем Гагуле в Комитете по внешнеэкономическим связям. У нас просто кончился хлеб. И Татарстан в порядке гуманитарной помощи 20 вагонов зерна отправил нам. Мы буквально по каждой станции отслеживали, потому что у нас такая была ситуация. А кроме этого, вот так вот получилось, вот интересно, вот такие совпадения бывают в жизни. Дело в том, что когда готовился визит Владислава Григорьевича в Татарстан, предварительная вот рабочая группа такая была послана в Казань во главе с Геннадием Леонидовичем, вот я там присутствовал тоже, и мы готовили материалы, которые нужно было бы потом обсудить между двумя президентами стран и подписать договоры. 8 договоров было подписано, 1 договор и 7 соглашений было подписано тогда. Это очень мощная республика. У нее особый статус, вообще-то говоря, суверенный особый статус, и они это всегда подчеркивают, и у них это имеет очень серьезное значение. И вот, конечно же, иметь отношения с Татарстаном, экономические, постоянные, налаженные отношения с Татарстаном было бы очень выгодно для нас. Я думаю, для них тоже была бы такая выгода, но для нас это очень существенно. Ну, для нас выгоднее, судя по Да. всему, учитывая нашу экономику. А вот те договора, о которых вы говорили, Да, соглашения, они были реализованы? Конечно, ну, я не знаю ни одного договора, ни одного соглашения, которое бы, скажем, там на 100% безоговорочно было бы реализовано, но мы в те тяжелые времена обе стороны старались как можно пойти навстречу и создать какие-то условия. Мы хотели даже восстановить те старые связи, которые были между Республикой Абхазия и Татарстаном до войны. А связи были очень серьезные. Вот уже до войны работал наш комитет по внешнеэкономическим связям, и мы целыми эшелонами отправляли туда продукцию из Абхазии. Ну тогда другая экономическая ситуация была в Абхазии, а Татарстан свою продукцию отправлял. Вот такие вот взаимно обменные операции очень существенные были. Надо выходить на такой уровень, наверное.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия была создана почти 20 лет назад, 18 марта 2002 года. Сравнивая тот период и сегодняшний, насколько изменились услуги, которые вы предоставляете, что нового? Ну, во-первых, нужно начать с того, что Торгово-промышленная палата Абхазии — это не коммерческая организация, это не контролирующий орган, потому что очень часто происходит подмена понятий. Это организация, которая создана в целях содействия развитию предпринимательства в стране. Сегодня она объединяет на добровольных началах более 250 предприятий, причем разных форм, организационно-правовых форм, оказывает услуги, причем разного рода. И сегодня более 65 услуг, начиная от консультационных, оказывает Торгово-промышленная палата предпринимателям нашей страны. Наиболее востребованными услугами на сегодняшний день являются брокерские услуги, переводческие, юридические. Палата занимается оценочной деятельностью. При этом мы помогаем участникам внешнеэкономической деятельности. Палата занимается сертификацией и товарной разного рода экспертизы, выдает сертификат происхождения товара по форме СТ1. То есть это огромный спектр услуг, которые, в принципе, играют очень важную роль для осуществления торговых сделок. И часть из них платные услуги, часть бесплатные, правильно я понимаю? Безусловно, что услуги оказываются на платной основе, но практически все консультационные услуги, которые палата оказывает предпринимателям и всем интересующимся не только внутри страны, но и тем, кто обращается в наш адрес извне, они оказываются на бесплатной основе. Хотя ни одна сегодня зарубежная торгово-промышленная палата не оказывает услуги такого рода на безвозмездной основе. Александр Рязанбевич, я знаю, вам есть что рассказать. Вы были свидетелем зарождения торгово-промышленной палаты. Какие предпосылки были тогда для создания такой организации, как ТПП Республики Абхазия? Вы знаете, вот вы упомянули 2002 год, когда указом президента была создана торгово-промышленная палата и был назначен первый президент Геннадий Леонидович Гагулиев. Наверное, не громкое как бы было событие, но это очень значимое было событие, потому что впервые у нас в стране создали вот такую структуру, которая является не государственной, не коммерческой, но она очень необходима для осуществления любых бизнес-планов и даже для развития экономики. Вообще было так, вот опять же, возвращаясь к этому Татарстану, когда мы там были, вот в ряду наших официальных встреч оказалась встреча с председателем торгово-промышленной палаты и с членами торгово-промышленной палаты. И вот когда мы туда подъехали, мы были поражены. Такое огромное здание, особняк, шикарный, такой прекрасно отделанный. И люди, выставки, всякие exhibitions, всякие вот это было очень интересно нам смотреть. И нам начали вот это вот рассказывать свою деятельность, и как они... Это была богатая организация, вы знаете, они сами зарабатывали, кстати говоря. Была богатая организация. И вот тогда вот как раз вот Геннадий Леонидович и я как-то переглянулись, и мы решили, что это очень интересно. Я начал набирать материалы, которые у них были. Их положения, их законы там и так далее, то, что касалось деятельности этой палаты. Потом мы попали в Башкортостан. И в Башкортостане тоже мы посетили эту палату, и там тоже мы набрали всякие вот такие вот. Потом я был в Турции, я был в Турции, в Стамбуле, там была вот эта вот торгово-промышленная палата, я туда пошел, на английском языке набрал. Но это было как такой вот механический сбор материала, прочитал, конечно, было интересно, но для этого еще не было дела. А вот потом вот уже Геннадий Леонидович проявил инициативу и создали эту палату. Вот эти материалы очень сильно понадобились. Значение ТПП, я думаю, трудно переоценить, потому что многие вопросы, которые не могут решать органы государственного управления, они могут быть успешно решены именно палатой, потому что это независимая организация. Потому что, скажем, вот есть какие-то коммерческие споры, бизнес-споры и тому подобное.
Обычно в таких спорах участники этих споров не обращаются в государственные органы, ну, в арбитраж в крайнем случае, но есть для этого торгово-промышленная палата, которая может сказать свое веское слово, независимое слово. Это очень важно. Ну вот, если позволите, я бы еще добавила. Дело в том, что, вот как вы уже упомянули, в 2002 году была создана палата, и буквально через год, вот в следующем году, мы будем отмечать свой юбилей, 20 лет со дня основания ее. И прошла палата очень непростой путь. И совершали порой и ошибки, да, то есть можно сказать, что такой вот нулевой рубеж, он уже пройден. И сегодня ту работу, которую она осуществляет, особенно на международных площадках, используя свой статус негосударственной, да, вот как бы такой самостоятельной некоммерческой организации, оно позволяет нам решать очень многие вопросы, и причем эти вопросы решаются в целях оказания поддержки и представления и защиты интересов наших предпринимателей не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Вообще надо сказать, что органы государственного управления и вот внешние органы наши, да, не всегда могут преодолеть те барьеры, которые им ставят искусственно. А вот торгово-промышленная палата, там тоже такие же люди с пониманием, понимаете, вот в чем дело. Это же мировая организация, по сути дела, получается. Она может быть немножко по-разному где-то названа, но у них стиль, подходы и оценка вот ситуации совершенно другая. Они хотят сделать, чтобы контакты осуществлялись. Мы говорим, что торгово-промышленная палата может представить нашу страну там, куда не могут дойти наши официальные государственные ведомства, структуры. Да. И в этом плане не считаете ли вы, что торгово-промышленная палата могла бы иметь больше государственной поддержки? На самом деле, конечно же, торгово-промышленная палата, как уже Тамила Валерьевна подчеркивала, это не государственная, не коммерческая организация, но она не висит в безвоздушном пространстве в Абхазии. Конечно же, когда они ведут переговоры с представителями иных стран или регионов России, и выезжают куда-то, они руководствуются общей нашей внешней политикой, в частности, внешнеэкономической политикой. Они действуют в интересах государства на самом деле. И по-иному не получится. Вот, не хочу конкретно говорить, в нашем признании некоторыми странами существенную роль сыграла и торгово-промышленная палата. Они первыми наладили эти связи, отношения, человеческие контакты, в конце концов, которые дальше потом продолжались на государственном уровне. То есть государственная поддержка все-таки присутствует, правильно я понимаю? Безусловно, но более эффективно поддержка хотелось бы вам. И присутствует, и она необходима, и для этого торгово-промышленная палата взаимодействует очень плотно практически со всеми государственными институтами. Мы вплотную работаем особенно с теми институтами, которые имеют непосредственную связь с предпринимательским сообществом. Это с Министерством по налогам и сборам, с Государственным таможенным комитетом, Министерством экономики, Госинвестагентством, с Министерством юстиции. Вы знаете, я бы хотела отметить следующее. Вот я в торгово-промышленной палате работаю уже чуть более 11 лет, и почти за 19 лет ее существования вот за долгое время впервые, можно сказать, вот состоялась встреча недавно у меня вот с главой государства, который интересовался деятельностью торгово-промышленной палаты, с какими проблемами она сталкивается, нужна ли какая-то поддержка, и выразил готовность оказывать всяческую поддержку, направленную на улучшение бизнес-климата внутри страны. Для нас это очень важно, когда есть такой конструктивный диалог и желание помогать друг другу. Тамила Валерьевна, вот вы упомянули о том, что вы сотрудничаете с различными государственными органами, и совсем недавно был подписан договор между Государственным инвестиционным агентством и Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. Расскажите более детально, вот в каких именно направлениях и как вы будете взаимодействовать? В целях эффективного формирования инфраструктуры
обслуживания предпринимательства, для эффективного решения тех вопросов и проблем, с которыми они сталкиваются. Между нашими организациями есть много общего, на наш взгляд, но самое главное, что нас объединяет, это первое – желание оказывать помощь предпринимателям не только в профессиональном плане, но и в разных любых других аспектах. И второе – это привлечение инвестиций в страну. Вы знаете, что мы проводим очень большую работу, связанную с привлечением иностранных инвесторов в Республику Абхазия. Очень важно, чтобы в республике имелся документ как инвестиционный паспорт страны. Мы в свое время неоднократно обращались в разное время и в Министерство экономики по созданию данного каталога. И вот Агентство в этом плане вам может помочь, я так понимаю. Ну, мы определили ряд направлений, по которым мы будем взаимодействовать друг с другом, в том числе мы будем привлекать представителей наших организаций в рабочие группы по созданию, формированию инвестпроектов, по продвижению этих инвестиционных предложений за пределами республики, тем более, что у нас уже есть практика общения с заинтересованными потенциальными инвесторами, используя и возможности представителей торгово-промышленной палаты, в том числе и наших российских и зарубежных коллег, я имею в виду по линии ТПП. И у палаты сегодня есть определенная практика по написанию разработок бизнес-планов, и мы гордимся, можно сказать, оказываемой данной услугой. Поэтому мы готовы вот работать и сотрудничать в таком направлении и совместно координировать работу, направленную на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе и проводить всевозможные мероприятия с привлечением иностранных коллег внутри республики. Я думаю, что перспектив для сотрудничества очень много, и необходимо задействовать все свои ресурсы, как торгово-промышленной палаты, так и самого инвестагентства. Вот вы говорили про выставки, и мне интересно было бы узнать просто для статистики, какое количество выставок и в целом мероприятий в год вы проводите для предпринимателей внутри страны? Ну, у нас, во-первых, есть такие проекты, которые, как мы уже принято нами называть их, имиджевые проекты, которые мы ежегодно проводим внутри страны. Их более 10 проектов, но, к сожалению, из-за пандемии вот уже второй год многие проекты и мероприятия мы не можем реализовать. А что касается выездных мероприятий, то вот вы уже упомянули выставочно-ярмарочную деятельность, где мы имеем возможность представлять Абхазию. За 19 лет существования палаты, и очень важно отметить, после признания Абхазии независимости со стороны Российской Федерации с 2012 года началась активная деятельность по популяризации Абхазии на международных площадках. И уже более, наверное, 2 десятков стран, и причем некоторые из которых, как некоторые называют для нас, являются экзотическими, где впервые делегация Абхазии имела возможность побывать в таких странах, например, как та же Северная Корея и даже Сирийская Арабская Республика, когда мы в 2015 году вот, впервые смогли побывать и в разгар войны, да, при этом, правда, встреча проходила не в самой Сирии, в Дамаске, но с коллегами уже состоялась встреча в Бейруте, в Ливане, когда был подписан первый договор о сотрудничестве со своими коллегами. За все время существования ТПП какой был самый яркий проект или самые крупные инвестиции, которые пришли к нам в страну благодаря ТПП? Можете вспомнить? Но проектов было очень много, и сегодня говорить о привлеченных инвестициях, наверное, очень сложно, потому что это трудоемкий процесс. И на это уходят годы для того, чтобы убедить инвесторов приехать в Абхазию и создать свой собственный бизнес. Но
помощи, которую мы оказали предпринимателям по заключенным контрактам, которые сегодня являются рабочими по поставкам разной продукции в Республику Абхазия, причем очень знаменитых марок торговых. Их очень много, это своего рода такая конфиденциальная информация, и мы не всегда имеем право ее разглашать, но самый крупный, как я уже упомянула, инвестиционный проект, которым мы можем гордиться, это вот в имидж нашей республики, интеграцию Абхазии в качестве независимого государства в международные массы. И в этом смысле хотел бы дополнить, что они занимаются очень важным делом, которое заключается в том, чтобы создать позитивное информационное поле вокруг Абхазии. На сегодняшний день вообще информация всегда играла очень важную роль в жизни человека, в любых его проявлениях, в любой сфере и так далее. Но вот сегодня информация является основополагающей. Любое решение, принятое без достаточной информации, может привести к негативным экономическим результатам. И поэтому вот они вот действительно в этом смысле они хорошую работу сделали. Нам всем известно, что существуют проблемы, с которыми сталкивается ТПП на международных выставках. Эти проблемы связаны с тем, что Абхазия еще не признана мировым сообществом. Скажите, как вы справляетесь с этими проблемами? Самая главная и, наверное, такая важная проблема для нас — это наши заингурские соседи, это Грузия, которая используют все рычаги для того, чтобы не произошло интеграции Республики Абхазия в качестве независимого государства на международных площадках. При этом я могу даже привести яркий пример, когда, вот, например, в Черногории организаторы выставки под давлением посольства Грузии просто вынуждены были обратиться к нам и попросить на третий рабочий день выставки покинуть экспоцентр. Вот здесь, конечно же, Грузии в какой-то степени нужно отдать должное, и нам всем стоит на некоторые вещи обратить внимание. Дело в том, что Грузия использует не только посольства, которые располагаются в иностранных государствах, куда прибывает не только делегация торгово-промышленной палаты, но и представители разных структур нашей республики. Она использует диаспору в том числе, которая сиюминутно реагирует, оказывает давление на организаторов, при этом стараются проводить какие-то небольшие мелкие провокации на мероприятиях, в которых мы принимаем участие. Вот, например, в Чехии, в Праге, когда мы принимали участие на международной туристической выставке, организаторами оказалась коммерческая организация, которая на вот такую ноту протеста со стороны посольства Грузии ответила тем, что мы представляем бизнес вне политики, и мы за то, чтобы торгово-экономические связи между странами развивались, и нам не важно, участвует ли Абхазия в статусе независимого государства, признанное международным сообществом, или как самостоятельная страна. Они не то, чтобы предоставили нам возможность продолжить работу на выставке, они предоставили нам личную охрану, которая вот в течение 3 дней находилась вместе с нами у нашего павильона для того, чтобы избежать каких-то неприятных процессов, которые могли бы возникнуть из-за посещения представителей грузинской диаспоры нашего павильона. Но в таких случаях приходится то есть включать такую дипломатию, я бы сказала, вести переговоры на должном уровне для того, чтобы другие участники воспринимали нас как полноценных участников тех мероприятий, на которых мы представляем нашу страну. Что мы можем, какие силы мы можем задействовать в такие моменты? Вообще-то, конечно, это очень сложная материя на самом деле, и у нас, к сожалению, пока не хватает опыта для того, чтобы
принимать какие-то радикальные решения. Мы и не можем, наверное, такие радикальные решения принимать, но мы должны опираться на те силы, которые нам помогают. У нас же есть стратегический союзник Российская Федерация, у нас есть другие страны, которые нас поддерживают. Ну, есть страны, которые нас понимают, но явно не могут поддержать. Надо опираться и на эти силы. И, конечно же, надо постараться использовать и нашу диаспору тоже. Она есть, она существует во многих странах. И там, я думаю, что среди них немало патриотов, не меньше, чем мы. И надо их возможности использовать. И ресурсные возможности, и моральные возможности, может быть, даже политические возможности. Ну, вам наверняка помогала, да, диаспора? Были такие случаи тоже? Безусловно, нам во многом помогает не только диаспора, но и представители торгово-промышленной палаты в иностранных государствах. В принципе, 65% нашего участия на международных площадках — это очень огромная работа, которая проводится представителями палаты, причем на общественных началах. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия выдает сертификат происхождения. Этот сертификат необходим нашим предпринимателям, которые вывозят продукцию на экспорт. Как вы считаете, Александр Изобьевич, вот этот сертификат, который выдает торгово-промышленная палата, этот сертификат могут выдавать государственные органы, например? И у вас есть эксперты, наверное, вы проводите экспертизу. Нам интересно будет потом послушать и процесс тоже выдачи этого сертификата. Ну вот этот сертификат, он, по-моему, называется СТ1. Да. Это сертификат происхождения товара. Это очень важное, кстати, обстоятельство. Точно определить, что товар произведен здесь, в Абхазии, или не произведен здесь, в Абхазии. От этого зависит дальнейшая судьба этого товара. В каком смысле? Судьба в том смысле, что этот товар будет облагаться таможенными платежами или не будет облагаться таможенными платежами. Между странами, которые взаимодействуют между собой, между двумя странами, между группой стран или союзом стран, существуют какие-то договорные отношения, которые в этих договорных отношениях, наверное, прописываются какие-то преференции, которые предоставляют эти страны друг другу. И обычно они предоставляют такого рода преференции, то есть преимущества тем товарам, которые происходят из этих стран. Если это транзитный товар или экспортный товар или какой-то другой товар из какой-то третьей или десятой страны, такого рода преференции не предоставляются. Поэтому очень важно, это облагается товар таможенными пошлинами при перемещении через границы, зависит затем его дальнейшая судьба, насколько он будет конкурентоспособным. А полномочия? Вот полномочия у кого могут быть полномочия, еще помимо вот как ТПП? раз я думаю, что это правильно, что полномочиями такими обладает торгово-промышленная палата, потому что она независимая организация, и она может сделать независимую экспертизу. Кстати, очень часто бывает тяжело определить происхождение товара. Вот мне интересно, Тамила Валерьевна, расскажите нам, как именно происходит процесс выдачи сертификата происхождения, какие эксперты задействованы, как проходит экспертиза, то есть как вы 100% можете сказать, что этот товар был произведен в Абхазии? Ну, во-первых, на самом деле это очень интересный вопрос, который, и сложный вопрос, который интересует многих предпринимателей. Зачастую обсуждением данного вопроса занимаются предприниматели, либо граждане, которые не имеют никакого отношения к экспорту, к внешнеэкономической деятельности, которые не являются экспортерами прежде всего и не обслуживаются в торгово-промышленной палате. Если отвечать на вопрос, кто общественная, некоммерческая организация, как торгово-промышленная палата или любая другая иная государственная структура должна удостоверять и выдавать сертификат происхождения товара, то стоит обратить внимание на мировую практику. Сегодня нет такой страны, где государственный орган занимается удостоверением и выдачей СТ1. Все практически торгово-промышленные палаты мира, в том числе и Российская Федерация, это и все территориальные палаты Российской Федерации, тем более, что между нами подписано ряд межправсоглашений, и при этом существует беспошлинная торговля товарами.
То есть это вот те преференции, о которых говорил как раз Александр Резабевич, позволяют нам определять страну происхождения товара. Сегодня в торгово-промышленной палате обслуживаются и состоят в реестре чуть более 50 экспортеров. Это участники внешнеэкономической деятельности, но при этом на регулярной основе обслуживающихся не более 10. Что такое вообще сертификат, да, происхождения товара, который выдает торгово-промышленная палата? Дело в том, что прежде чем выдать сертификат, происходит экспертиза происхождения товара, и этим занимаются ведущие эксперты нашей палаты, управления экспертизы, которую ежегодно, в принципе, проходят практику, и мы направляем на повышение квалификации к нашим коллегам российским в территориальные палаты. То есть это очень трудоемкий процесс, когда занимает по времени, бывает от 2 до 8, до 9 часов, и при этом мы стараемся обслуживать предпринимателей очень быстро, порой даже в целях сертификации мы заблаговременно проводим паспортизацию предприятий. Сейчас палата очень усиленно в этом направлении проводит работу. Мы совсем недавно составили реестр предприятий личных подсобных хозяйств, потому что мы экспортируем не просто промышленные продукты, но и тепличных хозяйств. Это те же томаты, ягоды. Вот сейчас у нас как раз сезон клубники, и буквально уже сегодня обращаются к нам за получением сертификата СТ1. Он предоставляет преференции и вот в части таможенных платежей. Интересно было бы еще узнать влияние пандемии и карантина на работу ТПП. Насколько вот повлияло, были ли работы, которые, например, вы стали проводить онлайн, были ли конференции онлайн и так далее? Как вы подстроились под карантин? В период пандемии деятельность палаты, она наоборот больше была задействована в плане оказания мер поддержки антикризисного характера и формирования тех предложений, которые были инициированы в правительство нашей страны. Безусловно, что мы соблюдали масочный режим и все предписания указа президента и координационного штаба. При этом мы многих сотрудников перевели на удаленку, но пандемия нам предоставила такой интересный опыт в плане онлайн-взаимодействия со своими коллегами. Что касается бизнеса, да, и оказания поддержки, вот здесь я бы хотела немного заострить ваше внимание. Дело в том, что в основном пострадал у нас по результатам анализа пострадал мелкий и средний бизнес, те же индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были закрыть свои офисы, перейти на удаленку. Многие из-за отсутствия практики не знали, как это делать, хотя у многих, например, очень повысился спрос на их продукцию, то есть онлайн-продажа. Доставку наверняка организовали. То есть в этом плане вы помогали ему онлайн? Вы знаете, мы не то чтобы помогали. Здесь, наверное, будет правильно ответить, что сами предприниматели нашли выходы для того, чтобы не закрыться. Какие основные планы на ближайшее будущее у ТПП, учитывая мировую пандемию? Ну, безусловно, что без планов, наверное, не может обойтись любая организация. И я вряд ли с вами сейчас могу поделиться планом работы хотя бы на ближайшую пятилетку, но могу с уверенностью сказать о том, что есть желание развиваться и двигаться дальше. Но я бы ответила на другой вопрос, каким мы видим экономическое будущее нашей страны. То вот в этом плане мы видим Абхазию стабильной, твердо. Даже в период пандемии? Даже мы справимся обязательно с пандемией. Абхазия будет твердо стоять на ногах. Мы уверены в том, что государство будет защищать и заботиться о своих гражданах. И
У нас есть все для этого, но главный вопрос то, как мы правильно и эффективно сможем использовать эти возможности. А с пандемией мы обязательно справимся, и мы обязательно сможем выйти из экономического кризиса, который у нас на сегодняшний день имеется, и будем конкурентоспособными во многих направлениях. Спасибо. Александр Запевич, ваше заключительное мнение? Мне понятен позитив Тамилы Валерьевны, я с ней полностью согласен. Трудности надо преодолевать, конечно же, и совместно, и каждый индивидуально должен подходить к этим трудностям и находить свои подходы какие-то и так далее. Вот. А вот что касается будущего ТПП, торгово-промышленной палаты, я вижу ее, знаете, немножко вот с более широким спектром влияния на экономическую жизнь Абхазии. И я еще вижу, что предприниматели будут с большим пониманием относиться к тому, что делает. Они будут больше иметь информации и лучше относиться к торгово-промышленной палате и участвовать в работе ее. Кроме этого, я хотел бы видеть хорошие выставочные залы для торгово-промышленной палаты, конференц-залы и лаборатории, естественно. Да, вот, наверное, вот если такая возможность будет, чтобы вот точно определять происхождение товара и тому подобное. То есть, вообще-то я вижу хорошее будущее у торгово-промышленной палаты. Вы знаете, очень жалко, что мы не смогли затронуть тех предложений, которые инициировала палата за все эти годы, даже за последние годы в адрес правительства, Народного собрания Республики И ко мне Абхазия. тоже попадали. Да, и вот как раз я сейчас вспомнила то предпроектное предложение, инициированное палатой в Министерство экономики по созданию Международного конгресса выставочного центра. Мы в свое время как раз предлагали включить в инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии на перспективы. Ну, мы надеемся, что рано или поздно в Абхазии обязательно появится такой экспоцентр. К сожалению, мы ограничены во времени, но и тем не менее, мне кажется, сегодня мы подняли немало вопросов, и наша передача подошла к концу. Говорю вам большое спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А с вами, дорогие зрители, я прощаюсь до следующей недели. Хороших нам экономических новостей!